Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я мать двоих детей. С детства используем у каждого детские автокресла, детские автолюльки изначально были. Попадали в ДТП осенью этого года, в нас врезалась сзади машина, то есть достаточно серьезно на трассе. И я считаю, что у наших детей смысл только использование детских автокресел. Еще раз скажите, пожалуйста, почему ребенок находится не в кресле? Потому что, когда мы ближе к садику подъезжаем, я ему разрешаю слезть с кресла. Потому что едем уже медленно. Скроем, снимем. Алена Александровна, вы в курсе, что ребенка нужно было высаживать тогда, когда автомобиль полностью только остановился с детского кресла? Знаю. А почему он у вас не находился в данный момент в детском кресле? Ну, бывают иногда ребенку такие вот поблажечки. Вот так вот нельзя поблажечки такие делать. Ну я с ним, да, я с ним строго, но вот немножечко. Достаточно за данное нарушение будет административное наказание вам или административного штрафа. 3000 рублей, знаете, да? Знаете? Теперь знаю. Подобные мероприятия мы проводим на постоянной основе, но несмотря на это, пока статистика нас не радует. В 2014 году на дорогах Удмуртии погибли 7 маленьких пассажиров и 39 получили травмы. Как показали первые недели 2015 года, отношение со стороны родителей к перевозке детей оставляет желать лучшего. 6 человек пострадали в качестве пассажиров. Мероприятия будем проводить в дальнейшем. Основная цель и задача этих мероприятий – донести до водителей, как правильно использовать удерживающее устройство, на какие категории они делятся. Поэтому в ходе мероприятий выдавалась печатная продукция с подробным разъяснением этих моментов.